Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Хочу ответить на несколько вопросов. Пожалуйста, настраивайте себя для того, чтобы получать что-то полезное из этого видео. Дорогие мои, вот такой вопрос. Уважаемый Сайнур Раджабович, меня зовут Салават. Хотел у вас спросить совет. Недавно, месяц-полтора назад, открыли с женой бутик в торговом центре на правом берегу в городе Нур-Султана. Продаем кондитерский инвентарь. Дело для начала неплохо идет. Теперь есть мысль расширяться и открыть вторую точку на левом берегу города. Хочу взять кредит около 5 миллионов тенге для пополнения оборотных средств. Аренда помещения, закупа товара, холодильник и так далее. Какие можете советы дать? Сейчас делать или немного ждать? Как конкурировать с конкурентами, чтобы поток людей было больше, чем у других? Как правильно рекламировать? С уважением, Салават. Дорогой мой Салават, смотрите, что надо делать. Вы обязаны расширяться. Запомните, что все, что не расширяется, оно сокращается. Поэтому нужно обязательно расширяться. Как вы будете расширяться? Два показателя есть, по которым надо соблюдать, можно расширяться. Первое. Если у вас, вы видите, что у вас уже накапливается некие затоваривания. То есть в магазине уже потихонечку много товара, и вы видите, что каждый раз товар привозите, каждый раз снова привозите товар, и что-то остается. Постепенно начинается остатки накапливаться. То есть затоваривание происходит. Вот. Это первое. Второе, вы видите, что у вас немножко небольшой сумма резервные деньги появляется, но смысла нету опять что-то купить, заполнять магазин. И еще третий добавил бы. Вы видите, что потолок проходимости вы достигли. То есть делали все маркетинговые ходы использовали, трафика создали, поток людей организовали, но дошли до максимума потолок проходимости. Вы поняли, что больше это все равно не продаете. Вот это три показателя, когда вы видите, тогда уже открывайте вторую точку в обязательном порядке. Хорошо? Но пока эти три показателя у вас не будут, особенно первые два, пока если это две не будет, особенно, не надо расширяться, потому что это преждевременное расширение приводит к распылению. Я бы рекомендовал вам, если это, например, 5 миллионов кредит не надо будет брать тогда, если вы соблюдаете мою формулу, которую я только что озвучивал, может быть, вам надо будет брать 2 миллиона. Вы видите, что, например, 2-3 миллиона сами накопили, и вам надо немножко еще, да, то, что недостающая сумма. Тогда, может быть, немножко надо будет брать. Или, возможно, не надо будет вам даже вообще брать. А как сделать так, чтобы вы были более конкурентоспособными? Три показателя. Первый. Самый главный показатель вашей конкурентоспособности, вы должны контролировать свои издержки, то есть свои расходы. Чтобы, понимаете, может быть, вы продаете 5 рублей, что-то-нибудь, да? Я продаю по 5 рублей, но себестоимость у вас 3 рубля, а у меня 4 рубля. Соответственно, кто конкурентоспособный? Вы конкурентоспособны, потому что у вас низкая себестоимость. Первый показатель конкурентоспособности – это добиться низкой себестоимости. Второй показатель конкурентоспособности – это узнаваемость. Вам надо запомнить, что вам надо стараться, чтобы люди узнавали вас больше. Чем больше будут знать вас, когда люди нуждаются, будут обращаться к вам. Третий важный показатель конкурентоспособности – какой коэффициент повторный закуп. То есть какой процент ваших клиентов повторный закуп делают. Если вы умеете делать хотя бы более 45%, 60% повторный закуп, просто вы гений. Это супер. Бизнес держится на повторный закуп, запомните этого. Поэтому работайте над этим. Фокусируйтесь на своих клиентах и всегда дайте чуть больше, чем они платят. Тогда вы будете конкурентоспособны на рынке. Здравствуйте, Сайнур Раджабович. Сначала о себе. Я сама воспитала сына. Работаю в госпредприятии. Набрала кредитов, чтобы дать образование. Зарплаты недостаточно для погашения кредитов. Я решила попробовать открыть свое дело. Очень тяжело. Она продвигается. То есть, как наше население готово потратить всю свою зарплату на всевозможные развлечения, чем заплатить за услуги клининга. Уточняю, требования высокие, но платить за проделанную работу хотят мало. Работу выполняем добросовестно и хорошо. Всем качество работы нравится, но не хотят по достоинству оценивать труд. И движение бизнеса начинается останавливаться. Пожалуйста, посоветуйте, пожалуйста, что делать. Если вы очень хорошую качественную услугу делаете, но вы видите, что люди не хотят платить, с трудом платят, и ноют и так далее, значит, вы не того сегмент выбрали.
Ваша целевая аудитория не те людей выбрали. Вы выбрали сегмент бедной аудитории, которая не способна платить. Просто работайте своим маркетингом. Найдите маркетолога, посоветуйтесь с ним и распишите полностью целевую аудиторию, с кем работать, с кем не. Ставьте определенные границы. Для кого ориентирована ваша услуга. Если вы правильные, качественные, хорошо делаете, тогда идите к средний класс. Вы сейчас работаете, значит, ниже средний класс. Поэтому эти люди, они сами устают, хотят заказать клининговую компанию, но перед этим не хотят платить. Это такая категория людей, к сожалению, существует. Поэтому вам надо сделать так, чтобы 80% клиентов были платежеспособные клиенты. Приходите туда, тогда у вас будет другой сегмент. Если вы это не поняли, мне что я сказал, найдите маркетолога, консультируйтесь у него, или дайте ему чуть-чуть деньги, пусть он распишет весь маркетинговую стратегию для вашего бизнеса. Вот. Здравствуйте, Сайнур Раджабович. Как правильно построить схему по работе с продуктовым магазином, чтобы увеличить прибыль побыстрее и не обанкротиться? Бывают моменты, мы заказываем товар в фирме, но когда они привозят товар, я не могу оплатить, потому что на кассе с утра денег нет, торговли нет. Что посоветуете? Продуктовый магазин надо сделать так, чтобы часть из них, часть вообще продуктовый магазин, часть продукты, это издержки, надо сделать так, чтобы работать на деньги поставщиков. Это означает, что есть определенное количество поставщиков, которые готовы оставить вам на неделю, на 10 дней или на 20 дней и так далее, чтобы потом вы оплатили им. Как вы ведете график, как вы договариваетесь с ними. А если у вас вам дадут на неделю, и вы это вам маловато, недостаточно, договориться хотя бы, не знаю, тогда 10 дней договориться или 2 недели. Это зависит от того, как вы комфортные взаимоотношения создадите вместе со своими партнерами. Продуктовый магазин очень важную роль играет внутри маршрут, то есть внутри магазина, как расположить маршрут клиента. Маршрут клиента, чтобы он по ходу, когда проходит, чтобы он спонтанный закуп делал побольше. Мы понимаем, что всего лишь правильный мерчендайзинг от 15 до 30% продажи все равно поднимет. А маршрут клиента внутри магазина еще 25-30% поднимет. То есть она заходила за хлебом и заодно покупает то, заодно и сель 2 пакета покупает, потом уходит. Понимаете? Вот как вы внутри маршрут создадите, это большую роль играет. Это средний чек поднимает. Поэтому от этого зависит прибыль магазина. И с поставщиками работу делайте в тот график, который вам комфортно, чтобы у вас было всегда деньги. И по вечерам всю кассу не смывайте, пожалуйста. Тогда утром у вас будут деньги платить. Когда утром с утра придете, и вы знаете, что поставщик сейчас товар вам привезет, вы же это знаете. А почему с собой энную сумму не держите в кассу, чтобы спокойно платить поставщикам? Просто у вас еще внутри вашего бизнеса разрабатывайте финансовый модель. У вас нет финансовой модели распределения денег. Поэтому это создает то густо, то пусто, то густо, то пусто. Понимаете, бизнес это поток. Это не одноразовый поступок. Это поток. Это как речка. Беспрерывный поток. Нужно, чтобы беспрерывный поток денег был у вас. Бизнес вот такой. Поэтому каждый день поток. Поэтому, пожалуйста, энную сумму вырабатывайте себе такое, что у вас всегда должно оставаться энную сумму в кассе на конце дня, для того, чтобы с утра это магазин свободно мог работать, функционировать и так далее. Когда вы это все наладите, все автоматизируете, все нормально, открывайте вторую точку, если хотите, расширяйтесь. Вот так и развивайтесь. Здравствуйте, Сайнур Раджабович. Я Улюгбек из Бишкека, мне 26 лет, у меня такая проблема. Мне тяжело удается что-либо начать. Всегда откладываю дело на следующий день. Постоянно ощущаю слабость, сонливость. Понимаю, что так дальше не может продолжаться. Мотивирую себя, но через 3-4 дня мотивация пропадает и опять лень берет вверх. Пожалуйста, подскажите, как воспитать в себе сильный характер. Быть дисциплинированным, с чего начать? Благодарю вас. Начните заниматься спортом. Первое, что надо делать. Второе, много не планируйте в день, ставьте в день 3-4 задачи или 5 задач. И старайтесь, чтобы каждый вечер завершенные задачи были больше. Когда каждый вечер вы завершенные задачи увеличиваете, у вас уверенность в себе растет. И это все пишите на бумаге. В обязательном порядке пишите каждый вечер хотя бы от 3 до 5 или до 10 задач, что вам удалось сегодня завершить, что вам удалось сделать. Когда вы это пишете каждый вечер, у вас уверенность растет. Лень появляется там, где нету цели.
Посмотрите на детей. Вы видели хотя бы одного ребенка, который родился лентяй? Дети лентяй не бывает. У них не бывает лень. Они бегают, они играют, они ходят туда-сюда. Их уговаривают, что посиди немножко. Они, понимаете? Иногда даже дети в шоке от родителей, потому что когда они не ходят, мы заставляем их ходить. За ручку возьмем, таскаем, давай, ходи. А потом, когда они начинают ходить, они бегают туда-сюда, говорим, сядь немножко, ход немножко, садись, пожалуйста. Не бегай туда-сюда. Понимаешь? Дети не бывают лентяем. Человек не рождается лентяем. Лень приобретается по пути. Поэтому просто у вас нету цели. Если вы сейчас определите себе цель в этом году, что вы хотите делать, добиться до конца года, все. Или вы в этот месяц, что я хочу добиться. Сначала определить для себя 5-10 пунктов, что вы хотите добиться до конца года. Например, я определяю себе каждый раз 5 книг писать до конца года. Сделать то-то, то-то, то-то. И так далее. Там строить 2 здания. Открывать еще 3 магазина и так далее. На каждом бизнесе мы пишем от 10 до 15 ключевые цели, стратегические цели, которые до конца года надо нам делать. И потом в течение каждого месяца мы должны вот определенные результаты добиться. Ага, значит в этот месяц надо сделать вот это. И вот пошагово вот так развиваемся. Поэтому, дорогой мой, если вы хотите иметь сильный характер, каждый день пишите от 3 до 5 вещей, что вы завершили. Старайтесь завершенное дело количество увеличивать. Вот так вы постепенно у себя характер развиваете, и вы начнете почувствовать себя другой образ жизни. Это становится комфортно для вас. Активный образ жизни становится комфортно. И тогда вы будете себя хорошо чувствовать, уважать себя. Понимаете, когда человек достигает цели, он больше себя уважает. Желаю вам успехов, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели.